Перед началом просмотра обязательно поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Они нам очень важны. По оценке Transparency International, Туркменистан занимает 15 место с конца в рейтинге восприятия коррупции. Масштабы этого явления в последние годы настолько разрослись, что чиновники начали требовать взятки не только у физических лиц и бизнесменов, но даже у собственных коллег. Источники Turkmen News рассказали о коррупционной схеме, действующей при поставках продовольствия в армию. Еще в первые годы независимости была утверждена схема продовольственного снабжения армии с участием 4 ведомств. Минобороны и Государственная пограничная служба заказывают мясо, молоко, масло, сахар, овощи, фрукты и другие продукты у Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды. А оплата за поставки производится Министерством финансов и экономики. Источники свидетельствуют, что долгое время система работала бесперебойно, но в последние годы поставки значительно осложнились. Теперь платежи за продукты не проходят, пока сотрудники Минсельхоза не дадут взятку сотрудникам Минфина. Сумма отката составляет 5% от платежа. Например, Минсельхоз запрашивает 1 миллион манатов за поставленный Минобороны картофель или рис, поясняет источник. В Минфине требуют заплатить за это 50 тысяч манатов. Нет взятки, нет платежа. Чиновники Минфина найдут сотню поводов отказать. Могут, например, сказать, что цены в счет фактуре не соответствуют статистическим данным. Статистические цены всегда ниже рыночных, поэтому этот предлог работает безотказно. По неподтвержденным данным, к этой схеме могут быть причастны не только чиновники Минфина, но и начальники финансовой и продовольственной служб воинских подразделений Минобороны и погранслужбы. В итоге, солдаты страдают от недостаточного питания. В Туркменистане родители солдат-срочников давно привыкли ездить к сыновьям с сумками еды. Сейчас, когда из-за COVID-19 передвижение между регионами строго ограничивается, эта схема перестала работать. А у родителей добавились новые заботы. Теперь они должны оплачивать сыновьям тесты на коронавирус и обеспечивать их масками.